Багуева Наталья Николаевна. Забил там по окончании средней школы общеобразовательной ССО «Большие ящики». За время обучения студентов университета в полном объеме выполнял учебный план по специальности профессионального обучения дизайн. Государственный экзамен по психолого-критической подготовке сдала на отлично. Решением Совета бюджета и Государственной инвестиционной комиссии Багуева Наталья Николаевна допускается к защите конституционной работы. Также Наталья Николаевна претендует на красный диплом. Наталья, вам слово, пожалуйста. Добрый день, уважаемые председатели комиссии, уважаемые преподаватели, гости и присутствующие. Представляю вам вашему вниманию выпускную квалификационную работу на тему «Традиции чувашского костюма, проектирование мужской современной одежды». Народный костюм вызывает в каждом человеке волнующие чувства красоты и прикосновения к личности. В наши дни чувашский народный костюм является неотъемлемой частью народной культуры. Мы видим его на шумных фольклорных праздниках, музеях, красивых залах и театральных концертных площадках. Данная работа позволит получить ясное представление о праздничном современном мужском чувашском костюме. Цвета были выбраны на основе изучения аналогов белый и красный. Это традиционные цвета в национальном костюме чувашского народа. Вышивка выполнена современным элементом. Использовались традиционные цвета: красный, черный контур и небольшое количество желтого, синего, зеленого, золотистого и серебристого цветов. Использовались сюда орнаментные узоры, косую бельку и тесьму. Украсили пояса и наплечные украшения заклепками бронзового и золотистого цветов. Уходило и терялось многое, но остались и живут народный костюм и народная вышивка. В них отточенный веками ритм, композиционный строй, безукоризненный художественный и эхо прошлого. В них все осмысленно, не случайности и незначительные детали. Благодарю за внимание. Костюм, он театральный? Праздничный. Можно? Имеется в виду, давайте поставим акценты. Итак, он не предполагается для постоянного ношения. Не предполагается. Он не современный. Ну, а современный. Я имею в виду, что в современном быту... Хорошо, давайте так подумаем. От обратного пойти.
Итак, у нас это от культуры или предапартамент? Все правильно. Значит, это, в общем, сценический, такой театрализованное представление. На самом деле, правильно? Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот с этой целью, вот эта перевесь, которая у молодого человека, 4-й костюм, она где была и где она реально использовалась и когда у Чуваша? Это запрещенное украшение называется кивет. Кивет носили в древности в основном то есть кивет является в основном женским атрибутом. Кивет защищает от невидимых враждебных сил. То есть символика защиты. А мужчины одевали этот атрибут, это украшение на свадьбах, в особенности женихи. А жениху должна была невеста сшить, украсить весь свадебный костюм. Спасибо. Спасибо. Так, и еще скажите, пожалуйста, вот 4-й костюм. Тот же. Нет, 5-й получается, прошу прощения, 5-й костюм, да? Чем он отличается от русского костюма 16 века, 15-16 века? Такая же примерно верхняя накидка, такой же широкий пояс, также обычно украшен, ну не этим орнаментом, но также примерно украшен. Распущенные, а у меня они, как и должны быть, без манжета, такие же простой покрой, такой же простой покрой. Отличается и орнаментом, и расцветкой, и украшениями. Тут каждый орнамент неспроста. Каждый орнамент, каждый символ что-то означает. Я могу продемонстрировать, прочитать любой из них. Нет, я просто ближайшее сопоставление ищу. Поэтому. Хорошо, спасибо. Так, еще вопрос, пожалуйста. Мне хотелось создать чувашский целую коллекцию. Я планировала 3 костюма, но в процессе так увлеклась. Мне очень нравится свой родной край, своя культура. И, если честно, если бы мне дали бы больше времени, но время выхода, я бы создала еще больше и больше количество костюмов. Спасибо. Спасибо. Вопрос еще есть? Вопросов нет. Пожалуйста, руководитель. Мне Наташа очень приятно общаться. Во-первых, очень стараюсь вот что. Очень радостно то, что она взяла мужские костюмы. Редко кто берет на себя такую ответственность за изготовление мужских костюмов. Работая над коллекцией, ею проделано исследовано очень много литературы. Много сделано эскизов, анализов различных. Она такая трудолюбивая, такая ответственная, такая дисциплинированная. Тоже к своей подруге попадала, когда я очень мастерской. Большая проблема была найти моделей для демонстрации. Тоже в этой области ей проделана огромная работа. Собрать их всех, прорекетировать. Наташа, спасибо большое, огромное. Она еще вот сказала, что вот детали все эти съемные, здесь вот снимается, остается только бумажка. Здесь снимается вот эти детали, остается шуба, остается. Здесь уже вы увидели жилет да? И здесь вот эта деталь тоже съемная, то есть очень все снимается. Остается только шуба. Вот. Большое спасибо, Наташа, за работу. Дальнейших успехов. Спасибо. Пожалуйста, рецензии. Очень интересная коллекция. Необычно мужской чувашский костюм, потому что он у нас представлен впервые, по-моему, в Атюре. И представлено сразу решение интересно интерпретировано в современном аспекте. Чувствуется авторский почерк. Вот эту коллекцию не перепутаете ни с кем.
сразу видно суперколлекцор модельера. Видно, что это действительно модельер работает. Очень грамотно построена, необычная динамика в орнаменте, она не такая статичная. Динамика, она характерна для мужчин. Да? Нет немножко, нету такого спокойствия, равновесия, а возникло вот это вот такое динамическое действие. Интересно, трактовка орнамента, она тоже любопытна. И пропорции тоже, в общем-то, состоялись. Красное и белое, замечательно работает. Очень поздравляю, рекомендую оценку. Свободная дискуссия. Кто хотел бы высказать по поводу статуса? От всей кафедры хочу поблагодарить выпускников Наталью за проделанную работу. Причину объясню. У нас действительно мужских костюмов не было, у нас был сегодня в коллекции один супер черный, очень красивый, но у нас не пора. Сегодня 5 февраля отшитых костюмов. И я хотел благодарить руководителя Белова Светлану Николаевну. Два года подряд мы выезжаем на всероссийский конкурс, то есть регион Поволжья, народное достояние. Первый год мы заняли 3-е место. В этом году с коллекцией 5 женских костюмов мы заняли 1-е место. Это среди Мордовии, Башкирии, Удмуртии, татары. Ну, много там. Там и даже где-то с севера люди были тоже, и Кировской области, все. И наша коллекция заняла 1-е место. Конечно, был конкурс очень-очень сложный. И все там костюмы только национальные. Не было таких современных. И вот теперь у нас есть еще один вариант, попробовать уже в следующем году выступить с коллекцией уже не женских костюмов, а мужских костюмов. Поверьте, мужских костюмов на этом конкурсе было мало. В основном все женские. Правда, шикарные костюмы у самих гостей, у самих хозяев и кота. И поэтому я благодарю руководителя за свою проделанную работу. И этих моделей, которых много, мы возьмем с вами тоже показать следующим. Спасибо. Желающих высказаться есть, пожалуйста. Да, вот я с Наташкой с первого курса, она самая лучшая подруга. И хочу сказать, что Наташа никогда не искала легких путей. Она сначала хотела другую тему, да, женский костюм тоже хотела. Ну вот, она не побоялась взять, хотя никогда не шила мужские костюмы. Она шила все мужские костюмы. И я, например, я выступала много на сцене и никогда я не видела таких необычных мужских костюмов. Они все такие обычные, воротник стойка, встачный рукав и вышивка, и все. А вот таких нестандартных форм не встретишь. Вот Наташа первооткрыватель, пионер. Evli salama, Natash'ın anısıyla. Bir tokum kanat bayan, naktarman geri, şakın bir bayan, Natash'ın asısını sürükleydi sağlıklı. Sağlıklı suçluluğu tuvatmanın. Sak Natash'ın yüzünde siyem cidden ver. Ben çazı gisekle verin dilinizi. Siren şitinizim. Ezir mageri şakın aslı. Hadi varsa, burnuşun anlı soğumak için yıklardır. Siren yüzünün malaşın disiyle cınakta turusuzluk vardır. Çitin yüzünün mahtamalı. Сама ругаешь, Спасибо. Ну, завершая обсуждение, что можно сказать, очень хорошая, приятная коллекция выставлена. Действительно, она и достаточно цельная, и в то же время своеобразна в каждом костюме. Пожелать хочется следующее. Вы знаете, вот когда создается национальный костюм, все грешат только одним. Он создается в чистом виде для сцены. У вас действительно есть находки, которые позволили бы внести элементы чувашского костюма в повседневную одежду. Понимаете? И я бы вам советовал все-таки попробовать себя вот на этом поприще и предложить для местных фабрик пошить вот такую небольшую партию экспериментальную, может быть, костюмов, а может быть просто даже рубашек с использованием элементов национального чувашского костюма.
Я думаю, что в вашей республике эта партия будет пользоваться достойным спросом. И тогда бы вы смогли носить и гордиться этим, скажем так, и в быту, тем самым продолжить культуру не только как поднятую из глубин, но и культуру ежедневную, применяемую каждый день. Вот такое пожелание. Защита ваша завершена. Пожалуйста, вам слово. Я хочу поблагодарить всему вузу, нашему факультету, кафедре. Вы всему меня научили, помогли мне стать такой, какая я сама есть. Я у каждого преподавателя чему-то научилась. Огромное спасибо я хочу сказать моим руководителям, Татьяне Леонидовне, Надежде Николаевне, Михаилу Григорьевичу и всем, кто мне помогал, поддерживал не просто, помогал не просто с дипломной работы, но и душевно, психически, давал мне спокойствие. Спасибо вам огромное. И забыл поблагодарить моих моделей. Это ваш фактор, если нечего сказать.